Скорая помощь еще быстрее и качественнее. В регион поступили новые автомобили для службы 03. Наряди елку дорожными знаками. В госавтоинспекции прошла веселая и полезная новогодняя акция. Новый год все ближе, желаний и подарков все больше. Воспитанники интерната и дети из малоимущих семей получили заветные презенты. Новый год на национальном. Какие программы готовятся к эфиру в канун праздника, расскажем в выпуске. В здоровом теле здоровый теннис. Во Дворце спорта прошел турнир по теннису среди юношей. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Служба скорой медицинской помощи республики получила новые автомобили. Оснащенные высококлассным оборудованием новые кареты скорой в первую очередь повысят оперативность и эффективность работы медиков. Подарки лечебным учреждениям республики вручил лично глава региона. Репортаж Мадины Пугаевой. 12 новеньких специализированных автомобилей, 10 машин класса Б и 2 класса С. Самый желанный подарок ингушские медики получают в преддверии Нового года. Благодаря поддержке Федерального центра, Минздрава России и правительства страны удалось частично обновить автопарк скорой помощи, с чем глава республики Инузбек Евкуров и поздравил врачей неотложки. Я хочу еще раз вас всех поздравить с новыми автомобилями, таким внимательным отношением Федерального центра к нашим проблемам. Ну и, конечно, с наступающим Новым годом. Я надеюсь, что в лице главврача, министра здравоохранения, к нашим девочкам, работникам придут Дед Морозы, дадут какие-то подарки, внимание вам окажут, ну и вы будете лучше работать. С каждым днем все лучше, лучше и лучше. Республика и наши медицинские учреждения ощущали недостаток карет скорой помощи. И те машины, которые мы сегодня видим, оборудованные по последнему слову техники, я думаю, что послужит для жителей республики и оказании скорой медицинской помощи. Автопарк станции скорой помощи обновится во всех районах республики. Одним из первых ключи от новых автомобилей получает республиканская станция скорой помощи. Друзья, давайте громче как-то поаплодируем, поздравим коллег с этим замечательным подарком. Глава Ингушетии вместе с министром здравоохранения лично осмотрели кареты скорой помощи. 2 реанимобиля направят в перинатальный центр. Теперь медики смогут транспортировать новорожденных в специальных кувезах. ИВЛ для него, да? ИВЛ это транспортный ИВЛ во время транспортировки, а этот позволит, не отключая отсюда, перенести его куда нужно. Хоть там тоже переносной, да? Тоже переносной, его держит в руках. Это стационарный. А это стационарный. Глава региона также поинтересовался у водителей скорой качеством и комфортабельностью новых машин. «Газели», оснащенные по последнему слову техники, одной из самых лучших детищ отечественного автопрома, признаются они. Аюп Аздоев уже 5-й год за рулем кареты скорой помощи иностранного производства. Новые машины ни в чем не уступают зарубежным, говорит он. Гидравлики жоқ, кондиционеры жоқ, АБС, докамялған, АБС ял. Обогреватель жоқ, двигатель обогреватель жоқ, холодный жди, сага хайоглуги жди машин. Впрочем, удобства ощутят не только водители, но и сами врачи. Ступеньки на автоматике, дополнительное оборудование, регулируемый свет и высота салона авто позволяют в полной мере оказывать экстренную медицинскую помощь. Как раньше, не придется переносить лампу с одной машины в другой. То есть каждая машина даже после того, как осуществила уже вызов и возвращается, имеет право в подключение к бактерицидной лампе и проведения здесь обработки в этой машине. Соответственно, они, как вы видите, да, разъемы 220 вольт, 12 вольт, то есть есть преобразователи, которые это также выдают нам.
Есть спинальный щит для транспортной иммобилизации пострадавших, которые получили травмы позвоночника, то есть по всем отделам. Также дополнительные носилки в случае необходимости транспортировки одной бригады 2 пациентов, то есть, соответственно, это расширение уже получается профиля бригады дополнительно. 10 машин «Газели» класса «Б» отправятся в Джайрах, Сунжу, Малгобек и Назрань, пополнив тем самым гаражи республиканской и районных станций скорой помощи. Старые неотложки также послужат на благо медицины Ингушетии. Освободившиеся автомобили будут переданы по врачебным амбулаториям, по населенным пунктам нашей республики, потому что они тоже достаточно хорошего качества и могут еще служить и обслуживать население. Новенькие автомобили доставлены на станции. Уже сейчас медики могут в полной мере оценить удобство и комфорт работы на новых машинах. Мадина Пугоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики поручил усилить меры безопасности в ходе предстоящих новогодних мероприятий в связи с недавним взрывом в Санкт-Петербурге. Заседание, в котором приняли участие силовики и представители муниципалитетов, состоялось в Магасе. В столице республики в новогоднюю ночь пройдут главные праздничные мероприятия. Руководитель региона обратил внимание присутствующих на необходимость усиления мер безопасности в местах массового скопления людей, обеспечение порядка на дорогах. По его словам, соответствующий инструктаж должны пройти и сотрудники охранных агентств. Проводится в преддверии Нового года, новогодних и рождественских праздников. Поэтому это надо учитывать. Теракт, который произошел в Санкт-Петербурге, нам показывает, что надо более быть бдительными и максимально усилить внимание не только на вопросах, где у нас крупные общественные мероприятия будут проходить, праздничные мероприятия, но и в таких местах, как магазины, торговые центры, вокзалы, аэропорт и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому обращаю на это внимание. Работники регионального отделения Почты России организовали новогоднюю акцию. Поздравили особенных детей с наступающим Новым годом. Воспитанников Троицкого интерната обрадовали сладостями и, что важнее, сотрудники ведомства поделились с ребятами новогодним настроением, добротой, вниманием, в которых дети нуждаются больше всего. Для них это в плане здоровья, в плане всего, для них это очень полезно и очень значимо. Наши детки, они любят вообще посторонних, кто к ним приезжает, они их запоминают, они их ждут, у них появляется стимул, настроение появляется, они радуются. А вот сотрудники регионального Миннаца посетили коррекционную школу-интернат в Сундже. В преддверии Нового года раздали подарки. К такому ответственному мероприятию в ведомстве готовятся заранее, составляют списки ребят, чтобы никого не обделить. У нас на особом учете вот такие вот учреждения, как коррекционная школа, которая находится в городе Сунжа. Вот, мы знаем, где-то дети ущемленные, у них проблемы, значит, с разговорной речью. И мы поздравили с Новым годом всех детишек, вручили им подарки. Вот, поздравили педагогический коллектив, пожелали им творческих успехов. Я хотела бы выразить от всего коллектива нашего и от родителей благодарность министра по национальной политике Евлоеву Улану Соломбековичу. Огромное спасибо за то, что он не обделил своим вниманием этих детей, инвалидов. Также, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за то, что он организовал нам курсы, пригласил человека с Тюмени, по-моему, да? С Тюмени, и провел курсы по жестовой речи. Я хотел кершу, мас вожмех мелуш сага беркате долуш, мас немашер цаболуш, барт цаболуш, ирз ахту болуш. Ухт бершта Аллаху дез машилдан, вес хамош далши мяш дахалды масварги. Необычную новогоднюю елку, украшенную дорожными знаками, можно было увидеть сегодня в госавтоинспекции в Магасе, где подвели итоги республиканского конкурса «Дорожные знаки на новогодние елки», в рамках которого ребята должны были сделать самое оригинальное украшение для главного символа Нового года. С поделками юных мастеров ознакомилась Дана Плиева.
Зал совещаний в управлении ГАИ не узнать. На столе необычные поделки, да и сама елочка украшена ими. Это труд участников конкурса «Дорожные знаки на новогодней елке». Организатор – региональное управление ГИБДД. Конкурс стартовал месяц назад и проходил 2 этапа во всех школах республики. Сначала школьники соревновались в конкурсе фотографий, а затем поделок. У Мадины Баркинхоевой на поделку ушло 3 дня. Получился вот такой шар, украшенный 3 дорожными знаками и ингушским орнаментом. После 4-го слоя намотали нитки, потом остальные 6 слоев, затем стразами все обклеили и акриловыми красками нарисовали дорожные знаки. Из всех представленных работ комиссии предстоит выбрать лучших 3. Особое внимание сразу же привлекает одна из поделок – снеговик постовой, сделанный из пенопласта и пластилина. Смастерила его одна из участниц конкурса Хадижат Албагачиева. В руках он держит несколько дорожных знаков. Я поставила знаки подземного перехода, пешеходная дорожка, и детям бегать не разрешено. Эти знаки я поставила, потому что они считаются для меня очень главные. В итоге 1-е место заняла Мадина, а Хадижат 3-е. В зале также присутствовал и художественный руководитель девочек Асет Албагачиева. Она признается, гордится своими подопечными. Обе творческие личности и не первый раз участвуют в таких конкурсах. Именно этот конкурс им понравился очень, потому что у нас в школе очень часто проходят мероприятия по дорожной безопасности, и они очень много знают. В своих поделках они хотели сказать детям быть осторожнее на дороге, чтобы и они знали знаки дорожного движения. Ребята также получили дипломы за участие и сладкие подарки от Деда Мороза. А в роли новогоднего волшебника Магомед Бесаев. Дети даже не догадываются, что в реальной жизни инспектор выполняет ответственную миссию, рассказывая о том, как обезопасить свою жизнь. Сегодняшнее мероприятие, кстати, тоже важная часть этой работы. Дети при получении этих дипломов очень были рады, как мы оценили их поделки. Вот. И призывали их в дальнейшем соблюдение правил дорожного движения и довели до них статистику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. За этот год госавтоинспекция провела немало мероприятий, посвященных безопасности на дороге. Среди них и воспитательные лекции и акции с привлечением школьников. Работа инспекторов с юными участниками дорожного движения будет только нарастать. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24. Новый год – время подарков и поздравлений. По всей республике активно проходят праздничные мероприятия. Студенты Ингушского госуниверситета посетили воспитанников детского дома-интернат. Именно этих детей важно радовать вдвойне. Для них положительные эмоции жизненно необходимы. Мака Келиматова расскажет. Для каждого из особенных воспитанников даже подарки индивидуальные. Сладкие гостинцы, часы, тапочки, что-то из одежды, а также мягкие игрушки, спортивные принадлежности. Такие акции студенты ИНГУ проводят ежегодно, стараясь уделить особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы, студенты, можем уделить какое-либо внимание таким детям. Потому что если не мы, здоровые люди, кто может им больше дать это тепло, ту радость, которую мы можем дать им. Центр занятости Сунжского района также присоединился к новогодней акции. Сотрудники посетили детей-сирот и малоимущие семьи с подарками. Такие презенты для ребят – это всегда радостное событие, а к Новому году еще и долгожданное. Первые адресаты, которым сегодня везут гостинцы – семья Гайтукиева, которая живет в Троицкой. Услышав, что к ним пожаловали гости, ребята мигом прибежали к порогу. Малыши, по-видимому, ждали и хорошо подготовились. Елочка, елочка, зеленая иголочка, шарики блестят, а коньки горят. Следующих гостей встречает Тачиева. Семья проживает в тяжелых условиях. Сегодняшняя акция – инициатива министра труда региона и руководителя Сунжского центра занятости. У этих семей не бывает возможности, да, все-таки такой праздник, и детям уделить хоть какое-то внимание, дабы они обрадовались. Не имея такой возможности сами семьи оказать детям, думаю, организации или спонсоры могут оказать внимание детям и обрадовать их. Впрочем, это далеко не последняя акция, проводимая для детей в преддверии праздников. До Нового года осталось несколько дней, и все дети обязательно получат свои подарки. Мака Келиматова, Майрбек Миржоев, Новости 24.
Сотрудники Миннаца с благотворительной миссией сегодня побывали в сельском поселении Чермен пригородного района. Поздравили воспитанников детского сада номер 7 и преподнесли им подарки. В садике обучаются 60 детей. В этом году дошкольное учреждение отметило свое 3-летие. Несмотря на то, что праздничная елка у детишек уже состоялась, для гостей они устроили небольшое представление и рассказали стишки. Словом, праздника для детей много не бывает. Здесь вручили подарки, поздравили, пожелали всех благ, успехов. Ну, какое-то приятное мы им сделали. Вот. Жители пригородного района у нас всегда у власти, у главы, у министра находятся под пристальным вниманием. А вот в самом Миннате состоялось торжественное мероприятие «Труд общественных деятелей», работников культуры, спорта, комитета по поиску пропавших без вести и других отметили юбилейными медалями 20 лет образования Ингушетии. Почетные награды вручили 21 активисту. По поручению главы Ингушетии все они награждены за значительный вклад в становление и укрепление ингушской государственности, развитие дружбы между народами, многолетнюю трудовую деятельность и духовно-нравственное патриотическое воспитание молодого поколения. Как отметил глава регионального Миннаца, на таких людях держится республика. На протяжении 25 лет они всячески на разных участках, на разных направлениях вели духовно-нравственное воспитание молодежи, консолидации межнациональных отношений, межконфессиональных отношений, были активными участниками в строительстве нашей государственности, нашей республики Ингушетия. Сегодняшний день для меня и для моего народа это счастливый день. Республика расцветает, мы обрели государственность, у нас не было государственности. Вот. И сейчас не только в масштабе Российской Федерации, и за рубежом о нас уже знают. Торговые соглашения, культурный обмен, всякие соглашения, которые заключаются. Это говорит о том, что мы уже находимся на правильном пути, на пути развития нашей государственности, и общественного строя и благосостояния нашего народа. Встречайте Новый год с национальной телерадиокомпанией «Ингушетия». С раннего утра 31 декабря и до боя курантов в эфире национального вы можете увидеть программы самого разного контента. Праздничный новогодний огонек, развлекательные и поздравительные программы и многое другое. О том, как идет подготовка к вещанию последнего дня 2017-го, расскажет Рина Тичоева. Здесь в аппаратно-программном блоке уже составлена сетка вещаний на 31 декабря и последующие праздники. По мере поступления интересных программ сетка будет обновляться. Словом, соскучиться нашим телезрителям мы не дадим. Чтобы зарядить зрителей праздничным настроением, корреспонденты всех редакций нашего канала подготовили интересные программы и сюжеты. Эфирное время начнется ровно в 4:57 с гимна Ингушетии. Далее телезрителей встречает программа «Доброе утро», только в праздничной версии. Корреспонденты «Новости 24» поделятся самыми последними событиями жизни региона. 31 декабря новостной отдел, как и, собственно, все наше телевидение, полностью нацелено на аудиторию, и мы, несмотря на то, что это праздничный, но все-таки выходной день, воскресенье, мы работаем активно, мы все снимаем, все мероприятия, которые происходят в нашей республике, по мере возможности мы будем освещать. И, естественно, наши корреспонденты будут показывать самое главное, самое яркое и основное, чтобы наш зритель, который будет сидеть у экранов, видел то, что происходит в нашей республике. 31 декабря мы подведем итоги уходящего 2017 года. Алексей Ковтун с гостями в программе «Обсудим» расскажет и покажет самые яркие события, интересные личности и достижения региона. А уже в 19:00 выйдет расширенная программа «Итоги года». Все события из жизни здравоохранения, образования, строительства, экологии и не только. А после для маленьких телезрителей начнется программа «Познавайка». В 10:55 и 14:00 пройдут трансляции концертов с участием звезд ингушской эстрады. Пожалуй, программа, которую с нетерпением в этот вечер будут ждать многие, Шуан Лярха Или. В 17:00 программу с удовольствием смотрят зрители со всего мира. Здесь у каждого
каждого есть возможность поздравить родных и близких и передать музыкальный подарок. Заказов поступает очень много, даже из Европы. Если обычно ведущие записывали 13 композиций, в порядке исключения программу расширят, чтобы у каждого была возможность поздравить дорогих людей. Ведущие будут работать все новогодние праздники. Программа «Шуанляха Ильи», как вы уже знаете, выходит каждый вечер, кроме четверга. И, соответственно, у нас очень такой разнообразный зритель, начиная с Европы, нам все пишут, заказывают. Это могут быть не просто представители ингушской национальности, разных национальностей, даже люди, которые не понимают, о чем мы говорим. Им просто сам по себе контент нравится слушать наши песни. И мы, конечно же, призываем всех, кто хотел бы поздравить своих родных и близких, не медлить с этим, потому что время ограничено, хотя мы будем работать и на выходные. Ну а какой Новый год без новогоднего огонька? В этом году программа будет отличаться от всех предыдущих. Веселые ведущие точно поднимут настроение зрителям, а известные ингушские исполнители будут радовать своими выступлениями. Самое главное и самая сложная объемная подготовка, на которую работает весь отдел и не только, это, конечно, новогодний огонек, который мы постарались в этом году сделать интересным, насыщенным, необычным. В 21:00 начнется большой новогодний концерт, а в 23:56 смотрите прямой эфир с ежегодного обращения Владимира Путина. Сразу после новогодний салют и в прямом эфире с Новым годом жителей поздравит глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Не пропустите новогодний выпуск наших передач и новостей. Встречайте праздник с национальным. Лина Сычоева, Магомед Дедигов, Новости 24. Ингушская делегация благополучно вернулась в республику, доставив в Сирию очередную партию гуманитарной помощи. Об этом Юнусбеку Евкурову в Магасе доложили сегодня на встрече в администрации главы. Так, более 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирийской Арабской Республики доставили на большегрузных автомобилях. Это лекарственные препараты, школьные и постельные принадлежности, а также новогодние подарки. Члены делегации от имени руководства республики и всего ингушского народа выразили признательность ингушским ребятам за добросовестное отношение к служебным обязанностям. В ходе встречи глава Ингушетии отметил, что отправкой гуманитарной помощи власти республики хотели поддержать людей, оказавшихся в трудном положении. Руководитель субъекта поблагодарил делегатов гуманитарного груза за его доставку, сопровождение и встречу с военнослужащими из Ингушетии. Напомним, что батальон Министерства обороны России из Ингушетии, сформированный из бойцов спецназа, направлен в Сирийскую Арабскую Республику с миротворческой миссией для обеспечения безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Все военнослужащие, отправленные в эту страну с миротворческой миссией, добровольцы. Около 63 тысяч российских и иностранных туристов посетили в этом году нашу республику. Цифра впечатляющая, учитывая, что в прошлом году гостей было меньше на четверть, а в 2010-м всего 3000 человек. В 2018 году в региональном комитете по туризму рассчитывают, что число туристов возрастет до 70 тысяч. Что позволило добиться такого прироста, расскажет Залина Магушкова. В 2017 году ингушский туризм плавно переместился с гор на равнину. Это не значит, что динамика развития туризма спустилась с высокой точки вниз. Как раз-таки наоборот. Этому поспособствовала перестановка акцента на другое направление, на сельский туризм. Так в Ингушетии создана Ассоциация гостевых сельских домов. Назир Мистоев – один из ее членов. Раньше встречал туристов у себя на дому, но теперь решил расширить пространство. Построил отдельный гостевой дом. Большие светлые комнаты на 2 этажах. Здесь будет просторная столовая, а холл украсят башнями. Кроме того, Назир лично сам выступает гидом. Мы разработали определенные маршруты, где-то 4-5 маршрутов, включительно равнинную часть и горную нашу часть республики, Джирахский район. Чапик, я думаю, они уже давно знакомы, так как к нам очень много приезжает гостей. Наверное, в новинку будет вот это вот, я думаю. У нас в республике сельский туризм зародился еще 3 года назад. Тогда впервые был реализован гастрономический тур «Мархаш Халяль Тур». Он постепенно набирает популярность, и уже в 2017 году
полсотни туристов принимали у себя в гостях по всему Назрановскому району. За долгими посиделками хозяева успевают рассказать о этике за столом, о свадебных церемониях и уважении к старшим. Несмотря на то, что идет такая глобализация, скажем так, да, здесь вот такие островки традиционности, да, и вы этому рады, и это помогает обществу в принципе развиваться, да, то есть не тормозит, а развиваться. Поэтому на самом деле очень приятно. Я не ожидала, что все будет настолько великолепно, если честно. Для меня это шок. Наравне с сельским стремительно идет в гору событийный туризм. Большая рыбалка на Назранском пруду, к примеру, сплотила около 60 рыбаков из разных субъектов страны. К друзьям в гости приехал. Вот сказали, чемпионат там проходит. Решил попробовать порыбачить. Поудить на второй чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по спортивному рыболовству приехали даже самые маленькие рыболовы. Я хотел вот такую поймать щуку. Это была щука, я хотел ее поймать. Это была щука. Только она ошкатила нас с папой. Попытаемся еще раз поймать ее. А в День народного единства ингушские женщины напекли сотни лепешек. На первом фестивале Чапельк-2017 все желающие смогли угоститься национальными лепешками с творогом, картошкой и даже с тыквой. Рецепт их вроде бы и прост, но не каждый сделает с первого раза. На литр простокваши надо добавить 25 граммов соды и 50 граммов соли я добавляю. И творог должен быть домашним. Хочу увезти тыквенное варенье, которое нас сейчас кормили. То есть лепешки наподобие хачинов. Просто в Кабардино-Балкарии часто бывал. Вот тесто точно такой же, форма такая же. Но внутри тыквенное вот что-то типа джема. Я вот прям у хозяек спросил, точно узнаю рецепт. Это надо возить с собой. Ну, чтобы родные и близкие попробовали, это здорово. 2, 1, поехали! Пока женщины на кухне, мужчины работают на поле. Фестиваль «Праздник сенокоса» определил лучших в этом деле. Кроме того, жители приятно провели время. Ингушская и узбекская кухня, живая национальная музыка, прогулки верхом и конкурс на звание самого меткого стрелка. По итогам прошлого года наша республика заняла одно из лидирующих мест и вошла в десятку регионов по развитию сельского туризма в целом по стране. Поэтому для поддержания этой динамики и для роста именно этого направления туризма, событийного и сельскохозяйственного туризма, сегодня мы проводим вот такой праздник сенокоса. Туристический потенциал продолжает приковывать внимание российских и иностранных журналистов. Так, участники экспедиции Land Rover, открывая Россию, открыли для себя и для своих зрителей нашу республику. Невероятная красота и, разумеется, очень большая, глубокая история. И журналистам очень интересно глубже узнать, познакомиться, изучить все это. Поедем в Ингушетию, сказали себе журналисты телеканала НТВ. Так и поступили. Съемочная группа в качестве первой локации программы о еде в динамично развивающейся и строящейся республике символично выбрали стройплощадку многоквартирного дома в 8-м микрорайоне Магаса. Ведущий Джон Уоррен на личном примере понял, что класть приправы в блюдо – это не то же самое, что класть кирпич. Я не знаю, какой номер квартиры вот это будет, но она будет стоить дороже, потому что Джон клал кирпич здесь. Джон Уоррен попробовал блюда национальной кухни почти всех народов нашей страны. И вот, наконец, его гастрономическую копилку пополнили рецепты ингушских блюд. Его программа уже была в эфире телеканала НТВ, а кто пропустил ее, может посмотреть в интернете. Самый вкусный, самый тающий во рту, самый с пяточек, да, головы, праздник, салют, фейерверки по всему телу, мурашки в животе. Это вот это халва.
хорошем смысле этого слова докатился до Ингушетии дом на колесах. Первая остановка ростовских журналистов – Аланские ворота и башня Согласия. Ну все, идем, и конца этой башни не виден, конец этой башни. Ха-ха! Где-то были печки-буржуйки, а в некоторых их не было. Ростов, Москва, Тайвань. География туристов вышла за пределы страны и ушла довольно-таки далеко. А Ингушетию узнали и на Тайваньском острове в Тихом океане. Нам у вас очень нравится, все такое необычное и красивое. Конечно же, все самое интересное еще впереди. При въезде мы увидели большие каменные ворота. Тут все по-настоящему классно. Арабские страны, где теперь едят ингушский горный мед, заинтересовались, где же его собирают. Чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в России Абдулрахман бен Ибрагим Ар-Расси вместе с супругой посетили Джайрасский район. Они вместе с главой республики побывали в самом высокогорном селе Бейни. Здесь расположен гостевой комплекс Куштрал, открытый для всех желающих. Это маленькое начало, которое показывает о том, что у нас есть на что посмотреть, Кавказский хребет. Мы совершали тур по республикам Северного Кавказа, а Ингушетия – это основная часть нашего путешествия. Пересекли океан, чтобы изучить Кавказ, путешественники из Америки. В общем, я проделал путь полмира, чтобы побывать здесь. Мне понравились здесь люди, они были очень гостеприимные, мне понравилась еда. Он побывал на турнире. Мне понравилась толпа. Бойцы были отличные, это было все замечательно. Они приезжают сюда и видят вот вековые памятники архитектуры, маленький народ, но с многовековой культурой. Например, американцы, они многие поражаются, они говорят, что, например, какая-нибудь башня в Джайрахе старше, чем их страна. Ростуризм готовит новую программу развития 15 перспективных туристических направлений, 2 из которых связаны с Северным Кавказом. Программа будет специализироваться на оздоровительном и горнолыжном туризме. Кстати, наш регион тоже включен в нее. Кроме того, в октябре 2017 года состоялось совещание главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и заместителя министра России по делам Северного Кавказа Ольги Рухулаевой. Встреча была посвящена вопросам разработки стратегии развития туризма на территории СКФО до 2035 года. Глава республики заявил, прирост туристов растет с каждым годом, и дальше этому могут поспособствовать развитие 2 направлений. Хотим в Джайрасский район, вот эти памятники нашей архитектуры, все-таки внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Мы над этим сейчас работаем, будем работать и добиваться будем того, чтобы этот район вошел в целом. Почему? Потому что это огромный труд наших предков, и нам хочется это все, конечно, сохранить. Одним из таких направлений по развитию туризма, в том числе мы работаем над приданием статуса международного аэропорта Магаз. То есть со всех направлений мы работаем. Мы уже за последние несколько лет на равнинной части Ингушетии восстановили более сотни различных памятников или памятных мест в том числе. Это тоже такие привлекательные вещи. И я думаю, что маршруты с каждым годом будут меняться, и это будет лучше. Есть много очень общих проблем, начиная от продвижения. Просто никто не знает о том, как можно хорошо и интересно провести время на Кавказе, до того, что ресурсы не только по программе СКФО, но и по другим государственным программам должны как-то сконцентрированы быть и направлены на решение конкретных задач. И вот благодаря концентрации усилий и выявлению еще и самых острых проблем и самых перспективных направлений нам получится правильно создать точки роста туризма на Кавказе. За последние годы приобрели свою стабильную популярность всесезонный горнолыжный курорт Арымхи, туристические программы «Экспресс Кавказ» и «Чайный экспресс», а также спортивные события «Битва в горах» и «Битва нартов». Таким образом, каждый турист находит здесь для себя что-то близкое. С каким трепетом относится к своей культуре, к своим героям. Даже гид, который нам все это рассказывал все это также со слезами на глазах. Это настолько
впечатляет. Я в шоке от того, что вот как можно было здесь, в такой гористой местности, построить такие вот возвышенности, такие башни. Это вообще умопомрачительно просто на самом деле. Подтверждается кавказское доброжелательство и гостеприимство. Весь Инстаграм у меня в цветочках все время. Вот здесь цветы, конечно, интересно. Если ромашки, то вот такие. Между тем, по официальной информации, около 65 тысяч российских и иностранных туристов посетили в этом году нашу республику. В 2018 году в региональном комитете по туризму рассчитывают, что число туристов возрастет до 70 тысяч. Залина Могушкова, Зарема Евлоева, Амина Бокова, Зелимхан Калоев. Новости 24. В Насыркорте сотрудники Совета безопасности и представители различных структур по поручению главы региона провели рейд по выявлению мигрантов из Средней Азии. Проверяли законность их проживания на территории Ингушетии. Нелегальных мигрантов несколько раз выявляли по улице Бакинская, где они снимали жилье в частных домовладениях. Сегодня нарушителей не выявлено. Хозяин домовладения Хасан Тумгоев заверил, что нанял 3 мигрантов рабочих, которые при себе имеют все необходимые документы. На территории Республики Ингушетия есть иностранцы, которые в соответствии с законодательством не имеют соответствующих правоустанавливающих документов, то есть патент в данном случае. Хотелось бы обратиться к собственникам, которые непосредственно содержат мигрантов на территории Республики Ингушетия, чтобы они в соответствии с законом осуществляли меры по их содержанию, а также имели при себе соответствующие документы. В противном случае они будут привлечены к административной или же к уголовной ответственности. Проблема мусорных свалок в регионе все еще актуальна. В борьбе за чистоту экологи на этот раз провели рейд в Малгобекском районе. Место выбрано не случайно. Здесь обнаружено сразу несколько несанкционированных свалок. Жаридат Халухоева продолжит тему. Эти бытовые отходы на окраине Малгобека скапливаются не первый месяц. От разбросанного мусора ветер разносит по округе такой шлейф зловония, что тут просто невозможно находиться. Ликвидировать несанкционированный полигон и привести территорию в порядок местные власти должны были еще 3 месяца назад. Но, как видно, поручение не только не выполнено, но и свалка приобретает еще большие размеры. Своевременно до июля не была ликвидирована свалка. После этого был перечень поручений главы о том, чтобы ликвидировать, в том числе и эту свалку. Вместе с тем, до сих пор мы видим картину, что свалка не ликвидирована. 3 месяца назад мы были на этой свалке, в том числе и с телевидением, показывали вот эту ситуацию. После этой передачи был привлечен к ответственности глава администрации города Малгобек на сумму более 300 тысяч рублей. До этого еще был из-за этой свалки привлечен глава администрации. Но то, что вот меры, которые мы приняли, на сегодняшний день не возымели действия. Мы приходим, видим ту же картину. На месте свалки частенько пасется скот, а ведь молоко и мясо этих животных уже вряд ли можно потом употреблять в пищу. Впрочем, и мусор здесь еще и закапывают в землю и сжигают на месте, что крайне недопустимо, так как носит большой вред окружающей среде, отмечают экологи. На место приехал замглавы местной администрации. По его словам, такая проблема стоит уже давно, и у него свое объяснение, почему вопрос до сих пор не решен. У нашей управляющей компании ПУЖК нет такой возможности вывозить его в Вознесеновск, потому что у нас есть 2 трактора и 1 самосвал, который ее увозит. Но в Вознесеновск, в принципе, мы могли бы ее вывозить, мы собирались ее туда возить, но там площадка не обустроена. Такое украшение местного пейзажа явно не по душе и самим жителям, но именно они пишут эту картину. Экологи сетуют, проблема не решится, пока сами люди не перестанут возить мусор на пустырь, а местные власти не приобретут необходимую технику, чтобы вывозить пахучий груз на отведенный для этого полигон. Нельзя размещать отходы на почве. Об этом много раз говорили и администрации, и ЖКХ, и всем, кто виноват в этом безобразии. Похожая картина наблюдается и на водоохраняемой зоне в селении Средние Очелуки. Берег реки местные жители полностью засорили строительным мусором, а кто-то под шумок даже проложил канализационные трубы. С нарушителями экологического порядка работники ведомства пока проводят разъяснительную беседу, а администрации и участковым дают срок все исправить. Нарушение больше. Вот сколько времени это? Неделю, да? Вот неделю, по каждому нарушению администрации штраф. Жители, которые вдоль реки проживают, они
прямо у себя, около своего же дома организовывают вот такие вот свалки. Установить, поймать их по факту на месте, это очень сложно. Это все ночью, там, в разное время делать. Но никто посторонний человек из соседнего села, соседней улицы сюда не приезжает. В таких проверках комитету экологии еще рано ставить точку. Пока местные власти пытаются хоть как-то изменить ситуацию, вопрос, когда наконец жители перестанут бросать мусор где попало, остается открытым. Жарайдат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Первую годовщину самого молодого города в России отмечает сегодня Сунжа. Для жителей и гостей города местные власти подготовили праздничную программу, концерт с участием артистов ингушской эстрады. А в культурно-досуговом центре старейшины и молодежь прочитали Мавлид. На улице для всех собравшихся развернули палатку, где угощали горячим чаем всех желающих. Также весело и шумно горожане будут отмечать здесь и Новый год. Как вы знаете, у нас образовался новый город. В первую очередь мне, конечно, хотелось поздравить жителей нашего нового города с Новым годом. Также и поздравить и всех жителей нашей республики. Нашему городу сегодня исполнился 1 год. Возраст не такой большой, но есть у нас свои какие-то достижения, есть и планы на будущее. Хотел бы поздравить еще раз жителей и нашего города, и нашей республики с Новым годом, пожелать успехов, здоровья, счастья в будущем году. Непобежденный ингушский боец смешанных боевых единоборств, чемпион Лиги М1 Глобал в легчайшем весе Моусер Евлоев в феврале будет защищать свой титул. Соперником Евлоева станет спортсмен из Казахстана Сергей Морозов, в активе которого 11 боев и из них 9 побед. Этот боец славится своей бескомпромиссностью в поединках. Свой крайний бой Сергей провел против Луана Фернандеса и одержал победу во 2-м раунде техническим нокаутом. Моусер же поражений на данный момент не имеет и ведет серию из 8 побед. В своем последнем поединке против Павла Ветрука наш земляк не оставил уже экс-чемпиону никаких шансов. И на битве в горах чемпионский пояс перешел к Моусеру. Бой против Морозова пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 22 февраля. Желаем удачи нашему земляку в предстоящем поединке. В регионе все большую популярность набирает теннис. Турнир среди юношей по этому виду спорта состоялся во дворце спорта «Магаз». Несмотря на то, что участники соревнований не имели богатого опыта, они все же показали зрителям красивую игру. Секцию тенниса открыли в комплексе совсем недавно, но тренеры уже намерены воспитать своих чемпионов. Подробности в сюжете Амины Боковой. Новичкам в теннисе может показаться странной. Это традиция перед каждой игрой подбрасывать ракетку. А вот люди опытные знают, ракетку кидают не на счастье. Таким образом определяется право первого удара. Раяна Дарсигова и Юсуп Богатырев открывают чемпионат. Юсуп уже 2-й год занимается теннисом и с легкостью одерживает победу. На вопрос, какой прием он считает коронным в своем арсенале, сразу отвечает, что все удары даются ему легко. Плоский удар с верхней подкруткой, резанный и основной. Юный теннисист выходит во 2-й тур и получает право самому выбрать себе соперника. Им стал Амир Барахоев. Я сегодня выбрал самого сильного соперника, потому что я давно занимаюсь и надеюсь, что я его выиграю. Амир Барахоев не удивлен, что Юсуп выбрал именно его в сопернике. Он уже год занимается теннисом и по праву считается одним из самых сильных в группе игроков. Свои силы он уже успел попробовать на чемпионате СКФО. Но призового места не занял. Это вопрос времени, считает Амир. Главное сейчас – это усиленные тренировки. Сначала идет разминка, отработка ударов, подачи и готовимся к соревнованиям. Рвался и надеюсь на сегодняшнюю победу. Наконец, два противника встретились. Уже 10 минут без перерыва теннисный мяч летает из одной стороны корта в другую. Однако на середине игры усталость спортсменов дает о себе знать. Юсуп начинает уступать и пропускать мячи. В итоге победа за Амиром Барахоевым. Счет 4-0. Ведет подсчет Инал Миржоев. Он самый юный участник в секции. Тем не менее, на вышке чувствует себя комфортно. Главное не запутаться. Было тяжело, потому что когда они переходят на другое поле, запутываешься чуть-чуть. И вот поэтому тяжело чуть. А тем временем атмосфера на корте накаляется. Поддержать юных теннисистов пришли родные и друзья ребят. Мадина Дахкильгова, когда узнала об открытии секции тенниса, сразу решила записать сюда своего сына. Этот вид спорта, по мнению Мадины, идеально подходит под все ее требования. Во-первых, очень
красивый вид спорта, он очень активный, он благородный, что, думаю, подходит по духу всем представителям нашего народа. Но в первую очередь это, конечно, здоровье, потому что теннис развивает, как известно, все группы мышц, а это очень важно для растущего ребенка. Секцию тенниса во Дворце спорта открыли еще в сентябре. Этот турнир – своеобразный экзамен для учащихся, говорит тренер Рашид Мальсагов. Он сам играет в теннис более 30 лет и уже вырастил не одно поколение теннисистов. Тренер лелеет мечту – воспитать олимпийского чемпиона по теннису. У нас есть уже перспективные дети, с которыми я ездил недавно в Пятигорск на турнир. Мы пока еще неудачно выступаем, но это только начало. Мархиев у нас есть, Руслан, и Баркинхоев Амир. Для многих ребят этот турнир – первое серьезное соревнование. Но уже скоро, надеется тренер, его воспитанники попробуют себя в более серьезных состязаниях. Амина Бокова, Адлан Далаков, Новости 24. Телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны России приступает к съемкам полуфиналов и финала 3-го сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов страны. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Представить на проекте Ингушетию выпала честь молодой вокалистки Макки Албагачиевой. Эфиры конкурса запланированы на период новогодних праздников с 1 по 7 января включительно. За 7 дней телезрители услышат голоса со всей России в красочном шоу и новыми песнями, ранее не звучавшими нигде. В период эфирных показов полуфиналов и финала конкурса с 5 по 7 января будет запущено СМС-голосование, а средства, полученные от СМС-голосования, направят в благотворительный фонд Константина Хабенского для помощи детям с заболеваниями головного мозга. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.